мне неизвестно, в чем план, какие действия предусматривает, какая дорожная карта, так сказать. Можно подразумевать, что некое протестное движение может быть организовано. У нас уже были такие случаи, такие примеры несколько раз, которые не достигли целей. Это не значит, конечно, что новые попытки обречены, так сказать, априори, но я не думаю, что просто план уличных протестов достаточен, чтобы решить вопрос смены правящей партии, смены премьера Пашиняна. Из чего другого состоит план республиканцев, мне неизвестно. И я думаю, обществу тоже неизвестно. Это тоже естественно, потому что никакая сила не будет, так сказать, в открытую предоставлять план смены власти, достижения смены власти. Во всяком случае, оценить, каков план, реалистичен он или нет, можно только имея под рукой этот документ, так сказать, или эту бумагу. Я думаю, в целом просто сейчас идет внутриоппозиционная борьба за, так сказать, первое место в рядах оппозиции. В этом и заключается, я думаю, та риторика, которая есть сейчас не только со стороны республиканской партии, но и со стороны других оппозиционных передовых политических сил. Можно сказать, что могут быть различные планы смены власти, которые будут реалистичными. То есть сказать, что вообще нереалистичен смена власти в Армении, это, конечно, не так. Но есть в руках или в головах оппозиционных сил такой план, либо такие планы, план А, план Б. Трудно судить. Во всяком случае, даже есть вопрос, и суть вопроса, наверное, в другом. А вообще-то именно сейчас, есть ли та оппозиционная сила или тот оппозиционный лидер, который готов прямо сейчас сменить Пашиняна на посту премьер-министра, имея в виду то, что перед Арменией, естественно, стоят очень большие политические задачи, я бы сказал, военно-политические задачи, и которые подразумевают очень серьезные решения, политические решения и по поводу армяно-азербайджанского процесса, и по поводу армяно-турецкого процесса, и вообще по поводу внутриполитической повестки. Есть ли политические силы, которые готовы брать на себя ответственность этих решений вместо Пашиняна? Ответ на этот вопрос, конечно, может состоять в том, есть ли у них план действий, который различается от действий Пашиняна, от позиции Пашиняна по поводу внутриполитических вопросов. Мы сейчас видим, что в этом контексте оппозиционные силы так не стремятся особо расширяться перед обществом, особо представлять свои позиции, что они могут делать, как они могут делать в вышесказанных вопросах. Все эти вопросы, которые есть у общества сейчас по поводу политических сил, и создают главный вопрос. А есть ли действительно желающие брать на себя такую ответственность политические силы? Или, как я уже сказал, они просто борются за первое место оппозиции, чтобы быть готовым и быть начеку, если смена власти, повестка смены власти в Армении будет, так сказать, у внешних акторов, геополитических центров силы. Я думаю, оценивая действия политических сил и власти, и оппозиционных сил, все просто готовятся к предстоящим очередным выборам. Можно ли исключить преждевременные выборы, внеочередные выборы можно ли исключить? Нет, конечно, но это будет случай форс-мажора. Если не будет форс-мажора какого-то, я думаю, сейчас процесс просто, так сказать, движется к очередным выборам, и оценивая действия игроков и власти, и оппозиции, как уже сказал, можно говорить, что все готовятся к очередным выборам 2026 года. Что
касается отношений между Ереваном и Москвой, то сейчас я думаю, что они находятся в фазе неустойчивого равновесия, что означает, что период охлаждения, он как бы завершен, в том смысле, что определенный период происходило углубление противоречий и прошел процесс охлаждения отношений. Сейчас вот процесс охлаждения отношений завершен, и отношения вот с той охлажденной точки, до которой они дошли примерно полгода назад, они в ней стабилизировались, и пока что нет новых выраженных тенденций. Во многом армяно-российские отношения являются проекцией геополитических тенденций в постсоветском пространстве. Поэтому в конечном счете то, в каком формате они будут установлены, будет зависеть еще и от событий в Украине и не только. В том числе и российско-американских отношений, и российско-европейских и так далее. То есть вот общий стратегический контекст постсоветского пространства будет определять и армяно-российские отношения. И в связи с этим я хочу сказать еще и то, что по сути в армяно-российских отношениях наблюдается устойчивый дефицит идей и собственных подходов, которые бы были нацелены именно на армяно-российские отношения. И этот дефицит, он, очевидно, есть с обоих сторон, как с российской, так и с армянской. Я думаю, что будет медленно идти в сторону активизации, но процесс не будет одномерным и простым. Скорее она будет фиксировать вот тот статус-кво, который есть, где подход амбивалентен, то есть есть и одновременно и положительные, и отрицательные, так сказать, явления, но, скажем так, она именно предназначена для того, чтобы, то, что на английском называется damage control, то есть контролировать ущерб от, скажем, нынешней неконсистентной, неустойчивой политики. В первую очередь, это альтернативный маршрут морским перевозкам, а во вторую очередь он стабильный, данный мультимодальный маршрут, и временной отрезок логистического пути составляет ровно 25 дней с Китая до Еревана. В самом начале, скорее всего, не повлияет, потому что маршрут на первом этапе его запуска ориентирован на импорт китайских товаров в Армению. Далее, после его запуска, возможен реэкспорт товаров в европейские страны, то есть Армения может стать транзитным государством для грузов, так как мы провели уже некоторые переговоры с европейскими государствами, и им этот маршрут интересен. Но в дальнейшем, конечно, мы будем прорабатывать обратную схему данного маршрута, чтобы армянские грузы выходили с помощью данного маршрута на среднеазиатские страны и Китай. Первое конкурентное преимущество данного маршрута – это его стабильность и короткий временный промежуток.